Ковылкино – город в Республике Мордовия. Свое название он получил в 1919 году, когда станция Арапово Московско-Казанской железной дороги была переименована в честь члена коллегии Наркомата путей сообщения Степана Терентьевича Ковылкина. Старейшим поселением в городской черте является бывшее село Воскресенская Лашма. Это исторический центр, который оказал влияние на формирование и развитие всего города. По мнению ученых, Лашма в переводе с мордовского макшанского означает «лощина» или «долина». Изначальную историю Воскресенской Лашмы сохранили материалы для истории, статистики и археологии города Темникова и его уезды XVII и XVIII столетий, которые были изданы в 1890 году братьями Холмогоровыми. В этих документах записаны история строительства храмов, в том числе и история церкви Воскресения Христова в селе Воскресенском, Лашма тоже. Из описания мы узнаем, что татарский мурза Гавриил Бектимирович Кашаев в 1703 году принял православие. За крещение и службу он получил ряд земель, среди которых было, как указано в документах, покинутая земля в Темниковском уезде, в деревне Лашме и на речке Лашма, что была деревней ранее Новоселки, Мурз и татар Сафара Тугушева с братьями. Кроме того, Гавриилу Кашаеву дали земли у речки Лашмы и около реки Мокши, а также пашенные поля. Поместится за мной в Темниковском уезде Верхомокшанского стана татарской деревни Лашма, новоназванное село Воскресенское, а ныне, по обещанию своему, хочу построить в онном сельце церковь во имя живоносного Христова воскресения, а из поместной своей земли к той церкви священнику с причетники дал 10 четев поля. Таким образом, деревня Лашма возникла на месте покинутой деревни Новоселки и в 1704 году уже упоминается как сельцо Воскресенское. Статус сельца населенный пункт получал, если в нем был господский дом или часовня. После построения и освящения часовни селение получало новое церковное название, в данном случае сельцо Воскресенское. После возведения храма населенный пункт, независимо от числа жителей, получал статус села. Из той же Темниковской десятины узнаем о другом представителе рода Кашаевых – Михаиле Степановиче. Он около 1650 года получил за крещение деревню Кушки. В 1682 году его сын, стольник Иван Михайлович Кашаев, на своих землях основал деревню Кашаево. Иван Михайлович умер в 1710 году. С 1715 года по 1757 год селом Кушки владела Ирина Ивановна Кашаева, родная внучка Ивана Михайловича, бывшая замужем за Василием Ивановичем Машковым. У них были сыновья Павел, Петр и Александр, которые разделили между собой недвижимое имение, оставшееся после их матери. Павлу досталось село Михайловское, Кушки тоже, Петру село Вачасово и Александру село Воскресенское, Лашма тоже. Так неожиданно в истории описания церкви села Кушки указаны все владельцы и наследники из рода Кашаевых. Возможно, Гавриил Бектимирович и Михаил Степанович Кашаевы были родственниками, и последний получил Воскресенскую Лашму при разделе имущества. Но когда это произошло, установить не удалось. А мы с вами узнали следующую фамилию владельцев Воскресенской Лашмы – Машковы. Василий Иванович Машков известен в истории как гоф-юнкер императорского двора. В 1752 году он построил в центре Москвы большой каменный дом, который горожане назвали палатами гоф-юнкера Машкова. По фамилии владельца место получило название Машков переулок. Палаты с надстроенным спустя столетия вторым этажом сохранили свое историческое название и внешний вид. Но вернемся в историческое прошлое.
В списке потомственных дворян 1785 года, владевших в Пензенской губернии имениями, указано, что Александру Васильевичу Машкову принадлежит 369 душ мужского пола в селе Лашме и Мухаевке Троицкого округа. Его фамилия встречается среди владельцев села Кашаева и в других селениях Пензенской, а также Тамбовской губернии. В 1788 году род Александра Васильевича Машкова был внесен в 6-ю часть родословной книги дворянства. В эту часть вносили только представителей самых древних родов. В 1792-1795 годах артиллерий-капитан Александр Васильевич Машков был предводителем дворянства Пензенской губернии. В фондах нашего музея сохранилась серебряная тарелка из села Кашаево современного Инсарского района Республики Мордовия. На ней сделана дарственная надпись «Агафья Григорьевна Машкова, 1818 год, января». Аналогичные тарелки использовались для сбора церковных пожертвований, а надпись традиционно указывала на имя владельца, передавшего этот предмет в храм. Агафья Григорьевна Машкова была женой Александра Васильевича Машкова, который владел землями в селе Кашаево и в селе Воскресенская Лашма. В вышеупомянутом списке потомственных дворян, владевших в Пензенской губернии имениями, за 1785 год указан также гвардии подпоручик Андрей Степанович Арапов, как хозяин имений при деревнях Самодуровке и Дурасовке. В отдельной графе сделана важная приписка, что Андрей Степанович Арапов и его сыновья имеют владение в Лашме. Следовательно, за Араповыми в 1785 году уже числится часть Лашмы. Кто же из их рода был ее первым владельцем? По сведениям известного пензенского ученого, историка и краеведа Александра Васильевича Тюстина, это был именно Андрей Степанович Арапов, который после отставки поселился в Воскресенской Лашме, и здесь 5 декабря 1757 года родился его сын Николай. По семейному преданию, имение Воскресенской Лашмы в давние годы перешло к Араповым от придворных чиновников Машковых. Одна из Машковых якобы вышла замуж за Арапова, и Лашма перешла в его род. Это предание, со слов Елизаветы Николаевны Бибиковой, урожденной Араповой, было записано известным мордовским ученым и краеведом Иваном Дмитриевичем Ворониным в 1947 году и опубликовано в 1967 году в монографии «Достопримечательности Мордовии» в главе «Воскресенская Лашма». Кто же из Машковых породнился с Араповыми? Этот вопрос долгое время волновал исследователей. Известно, что жену Николая Андреевича Арапова звали Ольга Александровна. Учитывая семейные предания и отчество, можно предположить, что это была дочь Александра Васильевича Машкова. Подтверждение выявлено в метрической книге села Кашаево Инсарского уезда за 1787 год, где в числе помещиков указана девица Ольга Александровна, дочь артиллерии-капитана Александра Васильевича Машкова. Родство Ольги Александровны Араповой с Александром Васильевичем Машковым подтверждают и другие документы. В 1780-е годы 220 душ и более 1000 десятин земли в селе Воскресенское, Лашма тоже, принадлежит артиллерии капитану Александру Васильевичу Машкову с прочими. В данном документе указан самый крупный владелец, а под прочими могли быть и дочь, и дворяне Араповы. Это подтверждает и то, что в это же время расположенный по соседству участок земли, записанный в документе как поляна, отхожие дачи, принадлежащие к селу Воскресенское, Лашма-Тош, находится во владении секунд-майорши Ольги Александровны Араповой. Итак, в 1757 году небольшая часть села Воскресенской Лашмы уже принадлежит Андрею Степановичу Арапову и его сыновьям. Впоследствии другая часть была отдана Александром Васильевичем Машковым в качестве приданного своей дочери Ольге, когда она выходила замуж за Николая Андреевича Арапова. В 1793 году род Араповых был внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Пензенской губернии.
В 1789-1795 годах секунд-майор Николай Андреевич Арапов, предводитель дворянства Наровчатского уезда. В 1803 году Николай Андреевич Арапов построил в Лашме винокуренный завод, на котором в 1810 году было произведено более 70 ведер спирта. Завод заложил основу для будущего промышленного производства спирта. В 1790-е годы секунд-майорша Ольга Александровна Арапова указана как единственная владелица сельца Никольское, Машково тоже, Краснослободского уезда. В 1818 году из этого сельца были переведены 35 дворов в другие владения секунд-майора Николая Андреевича Арапова в село Девичий Рукав, в село Лашму и деревню Червленую. После смерти родителей в наследство вступили дети. Воскресенская Лашма перешла к третьему сыну Андрею Николаевичу Арапову. Его живописный портрет работы Дмитрия Антонелли хранится в Пензенской областной картинной галерее. Супругой была Елизавета Ивановна, урожденная Нератморцева. По семейной традиции Андрей Николаевич Арапов поступил на службу в кавалергардский полк. В 1829 году он был произведен в поручики, что, вероятно, и обусловило заказ портрета. В 1838 году он вышел в отставку в чине майора и поселился в родительском имении. В сведениях за 1860 год Андрей Николаевич Арапов указан как владелец села Лашмы и деревни Червленная Наровчатского уезда Пензенской губернии. В этих населенных пунктах было 98 дворов и 547 крепостных мужского пола. Здесь же указано, что 62 крепостных мужского пола были дворовыми, то есть жили и работали при имении в хозяйстве помещика. До отмены крепостного права женщин, как и детей, не считали, они входили в состав семьи мужа или отца. Таким образом, при усадьбе могло быть дворовых человек около 130. Андрей Николаевич Арапов занимался обустройством усадьбы, обновил хозяйственные постройки, и, возможно, при нем был построен каменный дом с колоннами, сохранившийся до наших дней. В разных источниках он указан как помещичий или барский дом, гостевой дом, а также как дом управляющего имением. Андрей Николаевич Арапов большое внимание уделял развитию винокурения. На реке Мокше он построил новый завод. В 1860-е годы завод расширил производство продукции, выйдя на 5-е место по производству спирта-сырца в Пензенской губернии. Благодаря энергии Андрея Николаевича Арапова Воскресенская Лашма стала одним из центров экономического развития уезда. Известно, что при нем к традиционному названию села добавляется новое – Арапово. В списке населенных мест Пензенской губернии, изданных в 1869 году, название села, указанное ранее во всех документах и картах как Воскресенская или Воскресенская Лашма, впервые обозначено как Воскресенская Лашма, Арапово, Лашма, Кашаево. В селе было 92 двора, церковь и волосное правление, действовала мельница, винокуренный и поташный заводы. Андрей Николаевич Арапов развивал коневодство. По отзыву современников, вел конно-заводское дело со страстной любовью. Выращенные в араповских конюшнях рысаки дорого ценились на внутреннем рынке и за границей. Его лошадь, Безымянка, в 1860 году на скачках в Пензе выиграла приз Главного управления коннозаводства. Андрей Николаевич Арапов был членом Петербургского английского клуба, содержал почтовые станции, входил в губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян. В 1863-1866 годах он занимал должность предводителя дворянства Наровчатского уезда. Андрей Николаевич погиб в 1874 году в результате несчастного случая на охоте. Необходимо сказать и о деревне Червленой, которая также в разные годы упоминается как владение Араповых. Деревня находилась на реке Мокше в 4 верстах от границ Воскресенской Лашмы и относилась к ее приходской церкви.
В 1780-е годы владельцами деревни были князья Тенишевы и артиллерий-капитан Александр Васильевич Машков. В 1840-е годы большая часть принадлежит уже майору Андрею Николаевичу Арапову и его жене Елизавете Ивановне Араповой. Таким образом, часть деревни Червленной перешла Араповым, как и Лашма от Машковым. По сведениям 1864 года в Червленной было 55 дворов, в которых проживало 149 мужчин и 155 женщин. Наследником Воскресенской Лашмы стал старший сын Иван Андреевич. Мы находимся на территории усадьбы Ивана Андреевича Арапова, нашего местного помещика. Сам род Араповых – это древнейший старинный род. Он относится еще к столбовым дворянам. И Иван Андреевич Арапов, выйдя на заслуженный отдых, на пенсию, и унаследовав земли своего отца, решил обустроить так, чтобы эти земли приносили доход семье. И этот доход он, конечно, рационально использовал. Основная помощь – это помощь семье Пушкина. Детям и внукам Пушкина он сильно помогал деньгами. Можно назвать его человеком с большой буквы в том плане, что он меценат с большой буквы. Благодаря его усилиям был отстроен город Наровчат, который сгорел в начале 20 века. И на восстановление города личных денег он выделил на строительство 503 домов. Иван Андреевич помог восстановить имение Михайловское и выделил тоже огромную сумму денег, чтобы это имение напоминало больше об Александре Сергеевиче Пушкине. Иван Андреевич Арапов считал своим долгом заботиться о детях Александра Сергеевича Пушкина, так как это были сводные братья и сестры его жены Александры, которые в детстве все ласково называли Азей или Азенькой. Светская красавица Александра Петровна Ланская была дочерью Петра Петровича Ланского и Натальи Николаевны, урожденной Гончаровой, вдовы Александра Сергеевича Пушкина. Крестница царя Николая I, фрейлина императорского двора, Александра отличалась умом и образованностью, переводила с французского, писала очерки, романы, вела дневники. В тишине сельского покоя Воскресенской Лашмы она написала мемуары о матери с названием «Наталья Николаевна Пушкина-Ланская» к семейной хронике жены Александра Сергеевича Пушкина. Имение Араповых в Лашме посещала дочь Александра Сергеевича Пушкина Мария Александровна в замужестве Гартунг. Вместе с сестрой ежегодно в летние месяцы жил и старший сын поэта Александр Александрович Пушкин, генерал, герой Балканской освободительной кампании. Ежегодно посещал Лашму и проживал в ней летней порой старший сын поэта, генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин. Сухой, седой как лунь, но еще достаточно бодрый старик, в своем мундире нарских гусар, которыми командовал на русско-турецкой войне. Именно таким его запечатлел на портрете Федот Васильевич Сычков. Гостила здесь и племянница Елизавета Николаевна Бибикова. Иван Андреевич Арапов превратил Лашму в образцовое хозяйство, получившее общероссийскую известность. В лесах, принадлежавших Араповым, практиковалось выращивание сосны и началось выращивание лиственницы. Эти начинания позволили Арапову впоследствии открыть на территории своего имения лесозавод. Из древесины лиственницы для железной дороги изготавливали шпалы. В знак признательности за бескорыстную помощь Министерству путей сообщения и строительство на личные средства вокзала железнодорожная станция близ Воскресенской Лашмы была названа его именем – Арапова. Торжественную закладку станции Арапова в 1892 году запечатлел на холсте самодеятельный художник из соседнего села Кочелаева Федот Сычков. При содействии Ивана Андреевича Арапова он впоследствии получил возможность учиться живописи в Петербурге, став известным художником. Иван Андреевич Арапов, так же как и отец, был страстным ценителем лошадей. В списке частных конских заводов России, опубликованных в 1878 году, указан завод гвардии полковника Ивана Андреевича Арапова в Воскресенской Лашме, основанный в 1876 году. В нем насчитывалось 13 голов рысаков. В
конце XIX века Иван Андреевич Арапов считался в Российской империи одним из самых крупных специалистов в области коневодства. Конюшни, в которых располагались стойла лошадей, содержались в образцовом порядке и являлись примером рачительного и успешного хозяйствования. В эти годы у Арапова было 50 скакунов лучших мировых пород. Слева от меня находится конюшня Ивана Андреевича Арапова. Дело в том, что когда вышел в отставку, Иван Андреевич в одно время был членом Совета при Министерстве имущественных отношений коннозаводства. Учитывая, что он был человеком военным, ставил целью, чтобы на заводе выращивать скакунов, высокопородистых лошадей. В результате его действий здесь действительно выращивались породистые лошади и тяжеловозы, которые впоследствии уже перешли в ведение колхозов при советской власти. Существует легенда, что в его имении бывал в гостях будущий президент Финляндии Маннергейм. Это действительно было так. Он был женат на его племяннице и, будучи в гостях, объездил одного скакуна, который впоследствии Иван Андреевич подарил ему как своему другу. Конечно, надо отдать должное, что Иван Андреевич, будучи участником русско-турецкой войны, понимал значение конницы. И, видимо, для этих целей, для военных нужд, конный завод имел тоже особое место в его деятельности. И, наверное, только поэтому вот это производство коней было поставлено на поток. Кроме коннозаводства, он занимался еще овцеводством. В его хозяйстве были ценные породы тонкорунных овец. В Воскресенской Лашме также действовали винокуренные и ректификационные заводы. Александра Петровна в письме от 25 марта 1894 года так описывала хозяйственную деятельность супруга. Муж теперь в Лашме, где он проводит большую часть времени, заваленной работой. Около станции Арапова вырос целый городок. Этими днями пускается новый ректификационный завод, освещенный электричеством, установлен цистерны для спирта и керосина, которые оптом покупаются у Нобеля и продается конторой на весь околоток. В настоящее время от заводского комплекса сохранились стены старой постройки и двухэтажное здание конторы. Унаследовав земли своего отца, Иван Андреевич Арапов, получив также в наследство спиртзавод и одну мельницу, и когда он вышел в отставку, решил увеличить производство, производственные мощности и начинает в конце 19 века строить второй спиртзавод. Он назывался ректификационным заводом, то есть выпускался спирт высокого качества. Наряду с этим, недалеко от завода, он строит второй завод винный. И чтобы была продукция для выпуска вин, он закладывает сады, которые занимали площадью более 150 гектаров. Впоследствии эти сады перешли во владение совхоза Мичуринский, и на сегодняшний день, к сожалению, они уже состарились, и садов как такового нету. Большие фруктовые сады были в Лашме и в деревне Червленной. Фрукты из араповских садов пользовались спросом не только в Пензенской губернии, но и далеко за ее пределами. Старожилы вспоминали, что яблоки завертывали в специальную упаковочную бумагу и укладывали в особую тару. Известно, что араповские вина неоднократно награждались медалями на выставках в Российской империи. На высоком уровне в имении стояло и животноводство. В Воскресенской Лашме Араповы имели стадо голландских коров. Молоко шло на производство сыра и масла. В имении работали маслодельня и сыроварня. Следует отметить, что на территории имения существовала и своя птицеферма. Сведения о ней были помещены в популярном издании начала XX века «Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей». В начале 20 века Иван Андреевич Арапов понимает, что производственные мощности слабые. Чтобы шла нормальная продажа зерна государству, он понимает, что зерно не такой, дорогой продукт, чем мука. Поэтому он строит вторую мельницу, чтобы перерабатывать муку, зерно в муку, тем самым
увеличивать поставки для военных нужд в России. Учитывая, что он бывший военный, генерал-лейтенант в отставке, он понимал, что для войск всегда нужен хлеб, нужен спирт, нужна конница. И этот завод, конечно, приносит ему дополнительные доходы. Тем самым он улучшает свое благосостояние и помогает всем, кому считает нужным, нуждающимся, используя силу меценатства. Каменную трехэтажную мельницу построили недалеко от берега Мокши, используя как канал старое русло реки. Мельница и в настоящее время поражает своими размерами. Ее фундамент опирался на сплошные сваи в количестве 1300 штук, забитых в грунт. На предприятии работали 3 турбины. Третья турбина мощностью 25 лошадиных сил вырабатывала электроэнергию для освещения мельницы. Важным элементом этой мельницы была плотина. Это сооружение было выполнено на высоком уровне. Мельница и плотина проработали без существенного ремонта 37 лет. На главном фасаде мельницы и сегодня четко видна выложенная из кирпича дата постройки – 1903 год. А впереди утраченные за годы контуры 3 букв ИАА. Это инициалы Ивана Андреевича Арапова. Араповы не ограничились строительством одного мукомольного предприятия. В 1909 году в имении возводится 2-я паровая мельница с газогенераторным двигателем. Иван Андреевич Арапов скончался в своем родовом имении летом 1913 года. Он был погребен в склепе при церкви села, а затем перезахоронен сыновьями в Петербурге на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Старший сын Петр Иванович Арапов был командиром лейб-гвардии Кирасирского полка. Во время Первой мировой войны командовал бригадой кавалерийской дивизии. За храбрость и воинскую доблесть награжден золотым георгиевским оружием. В 1916 году после тяжелой контузии вышел в отставку. Жил в Гатчине. Был известен как специалист по коннозаводству и кавалерии. В июне 1917 года лашминские крестьяне по решению комитета Кочелаевской волости Наровчатского уезда захватили большую часть полей, инвентарь и скот наследников генерала Арапова и потребовали удаления управляющего имением. 3 декабря 1917 года имение Араповых обследовала комиссия, которая заключила, что оно имеет большую культурную ценность и предложила принять меры к его охране. Имение переходит в ведение Пензенского губернского земельного комитета, и его объявляют достоянием общенародным и неприкосновенным. Но новой погромной крестьянской волной разрушен центральный дом усадьбы и другие постройки, расхищены мебель и обстановка. С 1920-х годов на территории усадьбы разместили больницу. Сохранившиеся постройки оборудовали под палаты, санитарные и хозяйственные службы. В советское время тоже тут было туберкулезное отделение, и особняк на сегодня охраняется как архитектурный памятник XIX века. Он частично отреставрирован, но вход туда, к сожалению, воспрещен. В настоящее время на территории усадьбы находится центральная районная больница с лечебными и хозяйственными корпусами. Из комплекса усадебных строений сохранился старый одноэтажный каменный дом с колоннами. Рядом, в сквере, раскинул крону вековой дуб, и растут лиственницы, вероятно, оставшиеся от Араповского парка, свидетели былых лет.
Город Ковылкино – один из немногих населенных пунктов нашего края, который часто менял свое название. Но мы надеемся, что род дворян Араповых останется в памяти горожан, а старый особняк с колоннами на территории бывшего имения Араповых будет отреставрирован и заживет своей новой жизнью.